Здравствуйте, в эфире телеканала «Итоги дня», в студии Кристина Якупова. Коротко о темах вечернего выпуска. Волонтерский штаб Народного актива города Мирного продолжает оказывать помощь землякам. Медицинские учреждения города Ленска посетила правительственная группа. Из Якутска в Среднеколымск стартовала вторая экспедиция спасателей «Безопасная Арктика». Гости и жители региона впервые смогут увидеть ленские столбы в виртуальной реальности. На чемпионате по оленеводству в Нерюнгри определились победители по прыжкам через нарты и метанию аркана. Социально-экономическое развитие Якутии рассмотрели сегодня на пленарном заседании Илтумен. Постановление Совета Федерации Федерального собрания страны проконтролирует профильный комитет во главе с Андреем Шевченко в июне этого года. А в июле будет рассматриваться ход исполнения данного постановления. По всем пунктам ведется планомерная работа. По взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти у нас картина разнородная. Где-то у нас есть поддержка по включению даже на 2023 год и по планированию на 2024 финансовый год, а где-то у нас есть недопонимание, по которому нужно будет работать для того, чтобы пункты постановления Совета Федерации были реализованы. Но мы наметили следующее совещание в мае месяце перед приездом с членом Совета Федерации для того, чтобы была у нас более конкретная и ясная картина, что мы хотим, чтобы это было уже, реализация их началась уже в текущем году, а какие пункты мы планируем на 2024, на 2025, на 2026 год. Военные корреспонденты продолжают работать в зоне специальной военной операции. В данное время наши коллеги, директор телеканала НВК «Саха» Олег Колесов и оператор Илья Жараев находятся на линии соприкосновения. Они пообщались с жителем Якутска. Подробности далее. Мы тут встретили земляка с Якутска, парень из Сайсары. Давай расскажи, как вообще тут живется и как работа идет. Да, комфортно, спокойно, конечно, не без напряжения, но мы стараемся, живем, бытом занимаемся в основном, на задачи катаемся тоже, по установке мин, обезопасить, чтобы отходы, А так, в принципе, все спокойно у нас. Ты уже мобилизованный, да? Да, мобилизовали, ага. Вообще, какие гуманитарные помощи тут передают ребята? Да, конечно, постоянно. От наших постоянно. Вообще большое спасибо вам. Очень сильно поддерживаете. Вот так, да. Очень часто. А детей письма получили? Да, письма, ага, приятно очень было, да, получить. И вот такие вот маленькие радости, они, наверное, дух поднимают. Да, это точно. Даже вера больше становится. Связь держите? Да, с домом, да, держим связь, все хорошо. Все тоже спокойно. Переживают, звонят тоже, конечно. Ничего не без этого. Семьянин? Да, у меня сын и жена. Сыну сколько лет? Сыну 3 года. 4-й год еще уже идет. Тоже растет. Тут связь есть, да? Да, связь есть, ага. Можно выйти, посидеть ненадолго, конечно. А там семье помогают? Семье, да, конечно, помогают. Например, какие помощи оказывают? 200 тысяч, это получается республиканские. Потом от мэра 30 тысяч. И еще от мэра, получается, продукты, довольствия. Тоже помогали хорошо. И вроде как слышал, вот последние новости, там что-то по 6 соток земли, по-моему, будут раздавать. Кто именно пока с Якутска города. С округов, видимо, тоже будут делать это. Очень приятно, конечно, поддержки вообще хорошие. Когда там хорошо, тебе тут спокойнее, наверное. Конечно. Зато я уверен, что у меня дома семья, все, у них и деньги, и все есть, и покушать есть, нормально, все в безопасности. Конечно, так спокойней. Конечно. А тут насчет отпуска еще указ же был президента. Да, как слышали. ты думаешь, такие отпуск, насколько это важно?
Отпуск, ну, не знаю. Мне кажется, ну, конечно, важно, да, повидаться с родными, все равно этого не хватает. Конечно, хочется этого. Вот, поэтому, да, согласен с президентом. Это очень хорошо. Ну давай передай привет сыну обязательно. Сынка, привет. Папа тебя любит. Жди. Скоро приедем. Надеюсь, скоро все закончится. Алена, люблю тебя. Молодец, спасибо тебе. Спасибо вам. В Мирном с сентября прошлого года начал свою деятельность волонтерский штаб народного актива Мирнинского района. Волонтеры штаба обеспечивают мобилизованных дополнительным обмундированием, ежедневно принимают заявки от семей и родных мобилизованных. Стоит отметить, что такие волонтерские штабы развернуты во всех поселениях Мирнинского района. Собрали с помощью средств индивидуальных предпринимателей, средств юридических, также и физических лиц, которые помогли нам для того, чтобы организовать помощь для наших ребят. В эти наборы помощи, да, вот, входят те основные моменты, да, которые помогают нашим ребятам, там, ну, так же, как и в бытовых условиях, да, также и там, в определенных там, экстремальных условиях. В данное время у нас и сейчас вылетают добровольцы, их, кстати, достаточное количество. Вот. Также вот для наших добровольцев мы тоже обеспечиваем вот эти вот нашими наборами. Якутия готовится к паводковому и пожароопасному сезону. Традиционно в это время, в начале весны, в местности Усть-Хатын проходят командно-штабные учения с привлечением всех экстренных служб. Отрабатывается взаимодействие всех структур, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. На учениях побывал мой коллега Александр Хавренко. Республика готовится к началу пожароопасного и паводкового сезона. Для того, чтобы этот сезон прошел максимально безопасно, в Якутске проводятся командно-штабные учения, на которых задействованы все экстренные службы. Для того, чтобы отработать каждый шаг, каждый миллиметр, каждый сантиметр своих действий и вовремя прийти на помощь, если таковая понадобится. Командно-штабные учения и смотр готовности сил и средств в эти дни проводятся по всей территории России. Абсолютно все службы экстренного реагирования РСЧС Республики Саха-Якутия отрабатываются вводные по тушению условного лесного пожара. Естественно, будет привлечена авиация МЧС России, которая покажет ту самую мощь, которую мы имеем у себя на территории субъекта. Будет десантирование при помощи спускового устройства роликового, будут работать наши спасатели, как федеральные, так и местные, республиканского значения. В целом, я считаю, что подобные учения должны проводиться ежегодно. Это самое хорошее, то, что мы можем посмотреть, ту самую готовность, с которой мы будем потом реагировать на возникающие чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. По легенде учений произошел пожар в лесном массиве, куда незамедлительно выдвинулись силы авиалесохраны и пожарных подразделений. В кратчайшие сроки пожар был локализован и ликвидирован. Также службы спасения отработали десантирование пожарных к месту возгорания при помощи авиации. Сегодня проверяли городскую систему, нашу подсистему, к чему было подстроение. Ну и также такие же мероприятия проводятся во всех районах нашей республики. При этом есть ряд районов, в которых мы отдельно еще проверим. Это арктические районы и южные районы, где у нас начнется паводковая ситуация. В учениях приняло участие более 150 человек. И все службы решили поставленные перед ними задачи и показали готовность реагировать на любые чрезвычайные ситуации. В целом все звенья подсистемы сработали правильно, во взаимодействии. Считаю, что цели учения и практической составляющей, и построения достигнуты. Оцениваю на оценку хорошо. Вне зависимости от прогнозов, как будет проходить пропуск талых вод и насколько сложной будет пожароопасная ситуация в лесах, экстренные службы всегда готовы отработать по самому пессимистичному сценарию. Как говорится, надейся на лучшее, но готовься к худшему. Александр Хавренко, Джилус Иннокентьев, Якутск. В Ленском районе уже несколько дней работает бригада врачей из Якутска. Сегодня они вели осмотр пациентов в поселке Витим. Вместе с бригадой в Ленск прилетела с рабочим визитом и правительственная группа. Какие учреждения посетила комиссия, расскажут наши коллеги.
Первым делом рабочая группа отправилась на осмотр медицинских учреждений города. Сначала они посетили инфекционное отделение. Это здание самое ветхое среди всех подразделений Ленинской больницы. Оно признано аварийным уже давно. Здесь холодно, отваливается штукатурка и кафель, трескаются стены. В этом корпусе ремонта не было. Здесь только 2 палаты сделали. Вот эту штукатурку положили, потому что тут тоже было все осыпано. Ну и опять оно все отлетело. Пол всегда холодный. И стены продуваются. И что, в больнице в каких условиях лежали? Ну, когда концентраторы стояли практически в каждой палате, и по 3 человека в палате лежали, там тепло было, потому что дышали. Если, например, вот сейчас ковида мало, вот одна лежит или 2 лежит в ковидном отделении, им холодно, замерзают. Члены правительственной группы были заметно удивлены состоянием здания. Пообещали, что вопрос строительства нового инфекционного отделения будет рассмотрен в ближайшее время. Замминистра Дмитрий Сергин и депутат Илтумен Владимир Чичик-Гинаров посетили поликлинику «Кедр», клинику матери и ребенка и женскую консультацию, а также заехали в детское отделение. После чего в районной администрации состоялось рабочее совещание по вопросам здравоохранения. Поднимались самые проблемные вопросы. Это строительство больницы в поселке Витим, здание инфекционного отделения, строительство морга. Там, конечно же, стоит уже очень острый вопрос не только размещения там самого морга, но кроме того, там находится у нас еще судебная экспертиза, и для Ленинской ЦРБ крайне насущным является вопрос размещения там же гистологической лаборатории. Когда я приступила к работе письмо в Минздрав по поводу необходимости либо строительства, либо закупки модульной конструкции морга, было написано. Также обсуждали ремонт аппарата КТ и приобретение МРТ. Еще один вопрос, который требовал особого внимания, это нехватка кадров. На сегодняшний день Ленинская ЦРБ укомплектована врачами всего на 50%. По всем этим проблемным вопросам сегодня конкретно озвучили 4 направления. Составлен протокол нашего сегодняшнего рабочего совещания, в том числе там и строительство инфекционной больницы, строительство больницы в Витиме, и кадровый вопрос очень остро стоит в Ленинском районе. И все эти вопросы, они в протокол сегодняшнего совещания, они включены. В целом, да, и мы, конечно, будем за исполнением, как наш комитет, как контрольный орган Госсобрания, будем уже сейчас следить. Встреча длилась несколько часов. На ней присутствовали и жители района. Они задавали волнующие вопросы. Они тоже были занесены в протокол и будут рассмотрены соответствующими структурами. Светлана Балеева, Александр Ильчук, Ленск. В республике продолжают вести активную работу по патриотическому воспитанию среди молодежи. Сегодня ученики Якутского кадетского корпуса встретились с ветераном вооруженных сил, полковником в запасе Валентином Ивановым. Валентин Капитонович, уроженец Нюрбы, 37 лет прослужил в военно-воздушных силах, имеет ученую степень кандидата военных наук. На встрече с кадетами Валентин Капитонович рассказал свою историю выбора будущей профессии и дал несколько полезных советов и рекомендаций ребятам, которые после училища собираются связать свою жизнь с военной авиацией. Также говорили и об участниках специальной военной операции из Якутии. Когда прекрасные вести поступают о наших земляках, воинах, которые с честью выполняют свой долг, я очень горжусь этими ребятами. И когда я получаю такие известия, я всегда обмениваюсь этими известиями со своими друзьями. Друзей мне очень много, и разных должностей, и разных национальностей. И когда я им отправляю, они всегда говорят, мы всегда полагались на якутских ребят. В школе номер 29 провели уроки гражданственности России и Крым «Мы вместе». Мероприятие приурочено к 9-й годовщине вхождения Крыма в состав Российской Федерации, которая состоится 18 марта. Мария Кардашевская побывала на одном из уроков. Для среднего звена 29-й школы этот учебный день стал необычным. Ребятам рассказали о новейшей истории Крыма как стратегически важного региона страны, который стал одним из крупнейших туристических, судостроительных и продовольственных центров.
Сегодня мы узнали о том, что 18 марта – это очень важный день в истории России. Это день воссоединения Крыма к России. Мне этот урок очень понравился. Хочу, чтобы проводили побольше таких мероприятий. Айна Павлова, методист ресурсного центра в сфере национальных отношений, проводит уроки гражданственности уже 5-й год. Педагог в доступной форме рассказывает школьникам о ключевых событиях в истории страны. Урок гражданственности провожу в целях патриотического воспитания, в целях толерантности. И в конце урока традиционно мы проводим в виде игры, чтобы детям стало интереснее. И дети с удовольствием в этой игре постоянно принимают участие, активное участие. И в конце потом дарим подарки. Такие уроки в школе номер 29 стали уже традиционными. Их проводят 2-й год. Как правило, они приурочены к ключевым событиям в истории страны и государственным праздникам. Совместные проекты с Домом дружбы народов наши дети посещают с большим удовольствием. Им очень нравится посещать Дом дружбы народов. Лекторы проводят очень интересные мероприятия. На уроках гражданственности у детей формируется чувство патриотизма, толерантности. Ведь они узнают о героических страницах новейшей истории нашей страны. Мария Кардашевская, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Сотрудники МЧС Республики принимают участие в экспедиции «Безопасная Арктика-2023». Мероприятие проходит в рамках межведомственных опытно-исследовательских учений сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в арктической зоне страны и 30-летия службы спасения Якутии. Подробнее в следующем материале. В июле прошлого года президентом страны был выпущен указ о проведении экспедиции «Безопасная Арктика-2023». Маршрут проложен с Якутска до Среднеколымска и составляет около 2000 километров. Участие в всероссийской экспедиции, и мы там все субъекты Арктики включены. И, безусловно, это преодоление этих препятствий, маршрутов. И у каждой экспедиции своя задача. Здесь у нас есть ряд техники, которые будут преодолевать этот маршрут впервые. По дороге в Среднеколымск спасатели будут останавливаться в каждом районном центре. Так, в Итыкёле, Устнере, Зырянке они организуют показательные выступления по деблокированию пострадавшего после ДТП. Помимо этого, в период экспедиции пройдут и другие мероприятия. В ходе отработки экспедиции ставятся опытно-исследовательские задачи. Будут проводиться в населенных пунктах инструктажи и занятия по безопасности, пожарной безопасности, действиям при чрезвычайных ситуациях. В самом Среднеколымске будет проводиться круглый стол по этим же вопросам и улучшение аварийно-спасательных поисково-спасательных работ. Маршрут пролегает по 8 районам республики и охватывает такие населенные пункты, как Хандыга, Устнера, Сасыр, Утая, Зырянка. На экспедицию отправились 12 спасателей на 3 единицах техники, 2 КАМАЗа и болотоход. По приезде болотоход передадут Среднеколымскому МЧС. Ну, конечно, боевой интерес большой. Все-таки же дорога очень такая долгая, ну и прекрасная погода. Вот. Ну и спасатель — это человек, который всегда что-то ищет, что-то решает, поэтому для него же это стихия как раз. В ходе экспедиции в Среднеколымске будет проведен круглый стол. В дальнейшем по итогам мероприятия будет выработана единая методика ведения поисковых работ в условиях Арктики. Галина Чекурова, Семен Семенов, Якутск. В Москве сегодня стартовала 29-я международная выставка MITT. Это крупнейшая в России и на территории СНГ площадка для представителей туриндустрии и гостеприимства. В этом году Якутия впервые представила на этом форуме отдельный павильон. Чем удивляет наша республика участников выставки, узнаем у Максима Кардозу. Он на прямой связи со студией. Максим, приветствую, передаю тебе слово. Приветствую, Кристина. Выставка действительно масштабная, всего 700 участников, 24 страны, 57 регионов нашей огромной России. Ну и Якутия, конечно же, представлена здесь, причем впервые у нее собственный павильон. Например, в прошлом году мы были в составе Дальневосточного округа, ну а в этот раз мы стопроцентные, полноценные участники этого большого праздника. И, наверное, нужно сказать, что эта выставка MITT все-таки крупнейшая площадка в нашей стране и на территории СНГ, где регионы заявляют о себе как о туристической точке. Мы говорим, что к нам можно приехать. Приезжайте, дорогие друзья. Нам есть что рассказать, что показать, чем угостить, где разместить. В общем,
welcome. Давайте узнаем, что же говорят представители нашей республики. Якутия прежде всего интересует своим холодом, интересует своей культурой, своей едой. Вот 3 основных направления, которые сейчас вот на деловых мероприятиях об этом и отмечают эксперты. В этом плане Якутия как раз-таки это терра инкогнита, это белое пятно на туристической карте России, которое сейчас только становится более-менее понятной для большинства туристов. И в этом заслуга наших непосредственно участников туристического рынка республики. Кстати, якутский павильон расположен в очень удобном месте, прямо на входе. В общем, не пройдешь мимо, это 100%. И он очень яркий, красочный, красивый. Здесь представлены якутские турфирмы. Также можно увидеть национальные изделия из серебра, золота, мамонтовой кости, дерева. Также специально для выставки были разработаны 10 маршрутов. И они очень разнообразны. По ним можно поехать уже в этом году. Это, конечно же, и пешие маршруты, и сплавы по реке, это круизы, это этнографический туризм. В общем, на любой вкус, цвет и кошелек. Главное, приезжайте, друзья, и узнавайте о нашей республике, потому что здесь, на этой выставке, ходят же не просто посетители, это представители различных турфирм, и они приедут к себе в другой регион и расскажут, что вот Якутия есть, и можно туда с удовольствием приехать. Также мы угощаем на стенде сахачаем, медом и всем презентуем нашу индигирку, наш прекрасный салат. Что я вам, друзья, рассказываю? Давайте послушаем, что говорят сами посетители МИТТ. Хотели бы поехать, посмотреть. Место, конечно, уникальное. Вот удивительно, чай, который растет, казалось бы, вообще там ничего не должно расти при таком холоде, при таком морозе. А, пожалуйста, очень вкусные. Рыба замечательна, а места, вот посмотришь, просто... Туристическая сфера очень активно развивается, особенно в последние годы, конечно же, и россияне с удовольствием открывают для себя новые направления, новые регионы. И это даже сказывается и на Якутии. Например, немножечко статистики, друзья. В прошлом году в наш регион приехало 237 тысяч гостей, и это абсолютный рекорд. Предыдущий рекорд остановился на цифре 190, и я надеюсь, что это не предел, и с каждым годом к нам будет приезжать все больше людей, и туристическая сфера будет развиваться, ну а вместе с ней и инфраструктура. В общем, сплошные плюсы. Кристина? Максим, спасибо. А я напомню, на прямой связи со студией был мой коллега Максим Кардозу. Мы продолжаем. Ощутить высоту Ленских столбов, увидеть небо, реку и побывать на песчаных дюнах Тукуланы теперь можно на виртуальной экскурсии. В Национальном художественном музее в мультимедийном зале появились VR-очки, благодаря которым можно совершить 16-минутное уникальное путешествие с охватом более 100 километров. Наш корреспондент Светлана Амосова тоже попробовала отправиться в VR-путешествие. Национальный парк «Ленские столбы» совместно с одним из операторов сотовой связи реализовали проект, направленный на развитие туризма в регионе. Виртуальная выставка представлена в стенах Национального художественного музея республики. Так получилось, что во время подготовки к столетию СССР наш музей на 3-м этаже представляет экспозицию, где используются новейшие технологии, мультимедийные цифровые технологии. И как раз вот этот VR-тур, он как бы дополняет экспозицию. Виртуальная экскурсия выглядит следующим образом. Посетитель надевает VR-очки и сразу погружается в атмосферу лета и природы. Обзор в 360 градусов позволяет увидеть все, что находится рядом. Это и красивое небо, величественные скалы и неописуемые пейзажи. Сейчас я плыву на моторной лодке, и все такое настоящее. Качество, знаете, очень четкое. Это как будто, смотрю телевизор с очень высоким разрешением. И вижу прямо каждую песчинку, каждый камушек. Здесь, в устье реки Буотама, в Якутии, мы начинаем наше путешествие по национальному природному парку Ленские столбы. Благодаря современным VR-очкам можно побывать на Ленских столбах и посмотреть на красоты Якутии с высоты птичьего полета. Также можно прокатиться на моторной лодке по реке Лена или пройтись пешком. Вся экскурсия занимает 16 минут. Отметим, что вся виртуальная экскурсия сопровождается комментариями. Экскурсовод делится интересными фактами о национальном парке Ленские столбы. Горный массив Ленские столбы начал формироваться порядка 500 миллионов лет назад. А сам комплекс вертикально вытянутых скал появился сильно позже,
около 400 тысяч лет назад в результате движений и разлома сибирской платформы. Более того, в VR-очки интегрированы живописные и графические произведения якутских художников, запечатлевшие ленские скалы и реку Лену. Всего представлено 7 произведений из фонда музея. Очень благодарна компаниям, то, что они в эту экскурсию включили произведения наших художников, и подлинную живопись можно увидеть в нашей постоянной экспозиции. То есть тут есть такие связи, очень важные для нас. Проект «Место силы» направлен как на жителей Якутии, так и на гостей республики. Как отмечают организаторы, это новый импульс в развитии региона. Дополненная реальность позволяет восхититься удивительными видами природного парка и узнать много новой и интересной информации. Посетить Национальный художественный музей можно со среды по воскресенье по адресу Кирова, 9. Светлана Амосова, Георгий Григорьев, Якутск. Первый в стране международный чемпионат по традиционному оленеводству собрал участников из разных регионов России. На базе стадиона «Горняк» прошли соревнования по прыжкам через нарты и метанию аркана. В этот же день наградили победителей и призеров. Подробности в материале Ирины Ждановой. Погодные условия не пугают участников и болельщиков, которые собрались, чтобы поддержать своих земляков. Спортивное мероприятие с виду напоминает конкурс национальной одежды, где представители каждой команды одеты в расписные шубы из шкуры оленя, искусно расшитые бисером. У нас все именно шьют одежду, вот кисы длинные. И такие шубы, она полностью сделана из, натурально, полностью сшита из камусов оленьих. Черные, белые вырезаются, и потом вручную все это зашивается. И собирается такая шуба. Но она очень занимает много времени делать. Один из видов северного многоборья – метание аркана. Среди участников не только опытные, но и начинающие спортсмены, показывающие хорошие результаты. Я вовсе не готовилась. Так мы кидаем аркан 11 метров с одного места, и 3 попытки бывает, и харей 3 метра в высоту. Вот. А вот так я не готовилась вообще. Сегодня первый раз такое вижу. Я очень волновалась перед этим. Насыщенный спортивный день завершился церемонией награждения. Победители и призеры получили заслуженные медали. Лучшим в соревнованиях по метанию аркана среди мужчин стал Альберт Пулько. Среди женщин – Яна Саратетта. Оба представители Ямало-Ненецкого автономного округа. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. На республиканский фестиваль «Мусустар» в числе почетных гостей в Якутск прибудет олимпийская чемпионка Камила Валиева. Ранее в рамках фестиваля приезжала Алина Загитова. Юные спортсмены республики всегда с нетерпением ждут приезда звезд фигурного катания. Привет, Якутск! Рада стать частью главного события весны в Якутии. Фестиваль «Мусустар» объединяет самых активных и талантливых. До встречи! Нам сказали подготовить деток, что будут совместные с ней номера. Где-то наши детки будут задействованы в качестве массовки. Еще планируются какие-то синхронные номера. Я впервые стала на коньки в 2 года. С тех пор я обожаю фигурное катание и с 3 лет начала заниматься. Я посещала фестиваль «Мусустар» и встречалась с Алиной Загитовой. В этом году я жду нетерпением олимпийскую чемпионку Камилу Валиеву. На этом все. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале.